Доброе утро! На календаре вторник, 4 февраля. Всемирный день борьбы с раком. В этом году он проходит под лозунгом «Я есть и я буду». В Республиканском онкологическом диспансере в связи с этим стартует месячник борьбы с онкологией. Он начнется со дня открытых дверей. Сегодня с 9 утра до часу дня все желающие смогут получить консультацию врача-онколога. Для этого не нужны специальные направления, но желательно заранее записаться на прием через электронную регистратуру. А с 2 до 4 часов на столичные улицы выйдут волонтеры. Они проведут анкетирование среди чебоксарцев и расскажут о рисках заболевания, а также раздадут брошюры с информацией о профилактике рака. С остальными мероприятиями по борьбе с раком, которые будут проходить в другие дни, можно ознакомиться на сайте Республиканского онкодиспансера. Информация для ценителей искусства. Теперь для того, чтобы попасть в Третьяковку, не обязательно ехать в Москву. Работы классиков русского изобразительного искусства можно увидеть в художественном музее Чебоксар. Подлинные полотна Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Василия Поленова, Николая Рачкова, братьев Коровиных. Все эти шедевры теперь находятся на 3-м этаже Чебоксарского художественного музея. Их привезли из Козьмодемьянского музейного комплекса. Для нас это настолько важное событие, потому что фондовые произведения Фешина, на зависть всем музеям Приволжского федерального округа, оказались здесь у нас в музее. Именно полотна Николая Фешина, художника с мировым именем, особая гордость коллекции. Собирать ее начал еще в прошлом веке Александр Григорьев, профессиональный марийский живописец. В 1919 году он организовал в Козьмодемьянский музей, который назвал «Малая Третьяковка на Волге», а в 20-м привез в него 50 картин именитых художников со всей страны. Постепенно галерея пополнялась. Каждая картина – это жемчужина. Жемчужина в короне Российской империи, это не громко сказано. Это художники с мировым именем. И каждое произведение воспринимается как эпоха. Каждое имя – легенда. Посетив Малую Третьяковку на Волге, можно увидеть 75 старинных картин. Особую значимость выставки придает тот факт, что все эти работы впервые за 100 лет покинули Мариэл и предстали перед чувашскими ценителями искусства. Полотна будут радовать посетителей музея в течение 1,5 месяцев. 2020 год – столетия образования чувашской автономии. В Национальной библиотеке республики проходит марафон читательских событий. Например, эстафета «Прочитай Чувашию». К ней могут присоединиться пользователи Instagram и ВКонтакте. Условия просты – сделать фото или видео с книгой о Чувашии, опубликовать пост с хэштегом «Прочитай Чувашию» и отметить под постом 3 своих друзей. Все участники акции получат памятные сертификаты за помощь в продвижении родной культуры. В старину 4 февраля почитали память святого Тимофея. В народе его называли полузимником, потому что по старому стилю это была ровно середина зимы. Согласно приметам, если сегодня в полдень выглянет солнце, то весна будет ранней, а снегопад в Тимофеев день сулит богатый урожай летом. Ну а я желаю вам хорошего настроения в любую погоду. До завтра!